Мы продолжаем знакомить вас с биографиями выдающихся знатоков истории Крыма и крымско-татарского народа. Один из них – Владимир Гордлевский, востоковед-тюрколог, в обширном научном наследии которого имеются и крымоведческие исследования. Владимир Гордлевский родился в сентябре 1876 года в Финляндии в семье военного чиновника. По окончании серебряной медалью Александровской гимназии в Гельсингфорсе поступил в Лазаревский институт восточных языков, а в 1904 году с дипломом первой степени на историко-филологический факультет Московского университета. Стажировался в Стамбуле в турецком и арабском языках. Некоторое время жил в Сирии, слушал лекции в парижском Коллеж де Франс. По возвращению в Россию преподавал турецкий язык и историю турецкой литературы в Лазаревском институте. В 1918 году стал профессором Переднеазиатского института. После революции работал заведующим Восточным отделом Государственной библиотеки имени Ленина. Преподавал в МГУ, в Институте востоковедения на Восточном факультете Военной академии РКК имени Фрунзе. В 1934 году получил степень доктора литературоведения, а спустя 12 лет избран академиком Академии наук СССР. Владимир Гордлевский – крупнейший востоковед-тюрколог. Ему принадлежит около 300 работ по турецкому языку, истории, этнографии, фольклору и литературе Турции. Будучи выдающимся специалистом-тюркологом, Гордлевский не обошел вниманием и Крым. Он высоко оценивал значение крымско-татарского просветителя, издателя Исмаила Гаспринского для развития мусульманского сообщества своего времени. Статья Гордлевского, написанная в марте 1917 года под названием «Мусульманское ученое общество в Москве», начинается так. Неутомимой энергии покойного Гаспринского обязаны мусульмане тем, что начали открываться мусульманские благотворительные общества, которые обратились в культурно-просветительские учреждения. То были ячейки, собиравшие раздробленные общества мусульман. При благотворительных обществах клались основания библиотекам, читальням, школам, новометодным, устраивались с благотворительной целью литературно-вокально-музыкальные вечера и так далее. Теперь благотворительные общества распространились уже почти повсеместно. Позже, уже в статье более позднего времени, он отмечал, что Исмаил бей Гаспринский с 1881 года превратил уездный городок Бахчисарай в центр умственной жизни мусульманского мира. В еще одной крымоведческой работе «Рукописи Восточного музея Ялты», это октябрь 1927 года, Гордлевский описывает коллекцию документов, богатый фольклорно-этнографический материал, собранный во время экспедиции по глухим деревням между Алуштой и Судаком, крымско-татарским этнографом, хранителем Восточного музея в Ялте Якубом Кемалем. Речь идет о 65 рукописях, примерно такого же количества ярлыков, юридических документов, фирманов. Гордлевский так описывает эту ценную коллекцию. Здесь рукопись из медресе в Адрианополе. Быть может, учились на ней поколения студентов, турки, татары. Но, быть может, не случайен выбор медресе именно Адрианополя. В окрестностях Адрианополя, во дворец Чингис-Сарай, направляли почетную ссылку султанов, детей крымских ханов. Есть и вакуфные рукописи. Раза два бросились в глаза ханская печать, однажды на сочинение по фикху. Быть может, во время миниха по Крыму 1736 года, когда Бахчисарай пострадал от вандализма армии, а быть может позже, после падения Крыма, рукописи очевидно расхищались, выбрасывались и доживали последние дни в деревне. И возможно, что разыщутся еще экземпляры из ханской библиотеки. Собранные по деревням рукописи определяют уровень образованности крымских мусульман XVII-XIX веков. Они представляют круг чтения мусульманина, хаджи или студента.
Статья Владимира Гордлевского заканчивается выражением надежды, что удачный почин Якуба Кемаля будет продолжен и принесет еще немало рукописных сокровищ, которые нужно лишь суметь извлечь на свет. В статье под названием «Ахмед Ахай» Гордлевский описывает легендарного крымско-татарского персонажа, мудреца-простака, прообраз которого обнаруживаем у многих народов. Поводом к статье Гордлевского послужила книга Семена Мирера «Ахмед Ахай Озенбашский». Однако это больше, чем рецензия на этот труд. Кто же он, Ахмед Ахай или дядюшка Ахмед? Гордлевский пишет: В Ахмед Ахае собрал народ сгусток мудрости. Ахмед Ахай, оказывается, много путешествовал по свету. А много знает, говорят турки, не тот, кто много жил, а кто много странствовал. Народная мудрость далека от схематической, догматической философии, мыслящей силлогизмами. Ахмед Ахай поучает, потешая. Тюрколог обнаруживает несколько циклов анекдотов Ахмед Ахая о глупости и свободолюбии, помещике Касибаи и злых неверных женах. Статья Владимира Гордлевского о любимце крымских татар заканчивается так. Неужели народный мудрец, видевший темноту сельчан, выброшенных за борт жизни всеми этими муллами, кади, кулаками, нам чужд? О, это невозможно. В статье замечания на пословицы крымских татар, изданные Фалевым, отмечая в целом позитивно работу автора, Гордлевский ставит своей целью устранить ошибки, вкравшиеся в издание, объяснить некоторые пословицы и ввести таким образом собрание в оборот для будущего исследования. Вероятно, наиболее ценная с научной точки зрения крымоведческая работа Владимира Гордлевского – организация цехов у крымских татар из поездки в Карасу-Базар. Она была опубликована в 1928 году. Во время пребывания в Карасу-Базаре, былом центре ремесленно-цеховой жизни, автор общался с мастерами-кустарями. Он собрал материал среди представителей цехов, обделывающих кожу, сапожников. 70-летний старик Осман Ахай, радушно встретив этнографа, подробно описал обряд реван – посвящение в мастера. И вот как описывает его Гордлевский. В учение мальчики поступали лет 10-11. Отдавая сына, родители уговаривались с мастером об условиях. Еда и стрижка, еженедельная, шла от хозяина. Вечером мальчик уходил домой. Когда ученик поступал к мастеру, отец как бы уступал хозяину права на сына. Хозяин мог даже бить ученика. Рабочее время ученика принадлежало исключительно ему. На хозяина ученик не мог жаловаться в цех, а только говорил дома, и родители, отец или мать, отправлялись к хозяину для улаживания конфликта. Если хозяин не возражал, ученик уходил к другому мастеру, но без согласия прежнего хозяина, дававшего отзыв об его поведении. Никто не стал бы принимать мальчика к себе. Служил мальчик у хозяина бесплатно, но иногда, чтобы поощрить ученика, хозяин давал ему материал. Ученик делал что-нибудь из этой кожи и деньги, вырученные от продажи, брал себе. Когда мастер находил, что ученик уже освоил ремесло, он собирал других мастеров для испытания ученика. Мастера испытывали ученика. Если они находили, что вещь сработана учеником прекрасно, то мастер давал ему разрешение, а ученик целовал хозяину руку. Цех строго оберегал честь свою, и если клиент жаловался на недобросовестность мастера, то его также наказывали и, случалось, даже лишали звания мастера. Он утрачивал право самостоятельно работать. Закрытие мастерской сопровождалось особой церемонией, являлся полицейский и, исполняя распоряжение уста-баши, снимал фартук с мастера и клал на станок. «Твой кафтан шит, хафтанын бичилди», — говорил он иносказательно.
Родина – ученый-тюрколог. Владимир Гордлевский скончался 10 сентября 1956 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Согласно завещанию, Институт востоковедения получил на сохранение богатейшую библиотеку ученого. Yaşım şarap olsa, gençliğim şarap olsa, her günüm hazap olsa, gene seni seveceğim. Göz yaşım şarap olsa, gençliğim şarap olsa, her günüm hazap olsa, gene seni seveceğim. Arım balım delidim, boyundanım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, seni seveceğim. Arım balım delidim, boyundanım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, seni seveceğim. Bitsem bütün, gene seni seveceğim. Ne benim ne arzum, olmasa hiç ümidim. Yerisem bitsem bütün, gene seni seveceğim.